15-16 марта 1993 года абхазские солдаты попытались освободить столицу нашей родины Сухум. Однако операция не увенчалась успехом. В мартовской операции погибли 222 человека, 23 считались пропавшими без вести. Мартовская операция по освобождению столицы – одно из самых трагических событий в летописи Отечественной войны народа Абхазии. Ни в одной боевой операции с начала войны абхазская армия не несла такие ощутимые потери. Удачно начавшееся наступление закончилось трагически. Наши бойцы вовремя не получили подкрепления и попали в окружение. 3 дня и 3 ночи без еды и питья они сражались, проявляя чудеса храбрости. В эти дни по всей стране проходят памятные мероприятия. Почтить память героев и возложить цветы в парк славы пришли президент Аслан Бжани, другие руководители страны, ветераны, матери погибших, школьники. Освободить Сухум любой ценой. С таким настроем шли в бой абхазские воины. Ветеран Рудик Зедба – один из тех, кто осознанно шел на смерть. Ему было 22 года, когда по пути на учебу в Москву он и его друзья в поезде услышали по радио, что в Абхазии началась война. Ребята вернулись обратно защищать родину. Рудик Зедба – боец группы «Щаратын». За время войны было немало кровопролитных боев, но мартовское наступление оказалось самым тяжелым, вспоминает ветеран. 15-16 марта 1993 года он и его однополчане ждали приказа от командира. В 5 утра их группа начала наступление с Верхней Шерского моста. Оттуда мы должны были пойти, но мы все, немало было нас, молодых ребят, очень много было. Пока до моста дошли, в снаряде ребята молодые погибли. Ну, когда дошли до моста, уже рассвет был, мы что-то опоздали, не знаю, как приказ был тогда. И на мосту встретили нас, группа была, как называется, сейчас точно не помню, возглавлял Гиви Адлиба. Их было 11 человек тогда, и они встретились раненые уже, разведка была. Они нам сказали: не пойдите, ребята, неудачная все эта попытка, не стоит туда идти. Они уже перешли мост, и навстречу рано утром сюда уже с ранеными нас встретили. В нашей группе единственный, кто мост перешел, это был бедный Омар Кацпа. Он перешел, и обратно, когда вот это все встретили, он вернулся, ребята говорят: не стоит туда идти, все, провал операции. После этой информации бойцам пришлось остановиться. Они целый день пролежали на бетоне, на камнях в ледяной речке, так как практически каждый из них был под вражеским прицелом. Местность, где проходили боевые действия, была достаточно открытой. В тот день, кажется, и сама природа была против наших бойцов. Выпал снег, было очень холодно, вспоминает Рудик Зедба. Кто где, кто камни, кто бетон, и вот так каждый, чтобы пулю не ловить, кто лежал, кто, вот так. А вечером уже дали приказ обратно, вечером мы уже обратно поднялись. В тот день мы потеряли ребят немало. В Сухум абхазских бойцов ввела мечта, желание войти в свободную от врага столицу. Любыми путями надо зайти в город, взять столицу. Никто не думал о смерти в тот момент. Вот фактически все молодые ребята, 20 лет, 19 лет, 18 лет. У нас было и 15 лет, мы старались их не брать, но они все равно догоняли. Сюда, к мемориалу в парке славы, ветераны Рудик Зедба и Заур Адлиба пришли вместе. В мартовском наступлении Заур не участвовал, но прошел всю войну на Восточном фронте. До 1986 года жил в России, но когда началась война, вернулся на родину. Воевал в штурмовом батальоне «Сова». Каждый раз, приходя сюда, он вспоминает своих боевых товарищей. Валера Чичхаля, Кирчалович. Это взрослый мужик, на то время был. Таких патриотов я вообще никогда не встречал. Он был настоящий патриот. Я с ним встретился в Черкесске после взятия Гагры. Я по какое-то задание в Черкесске, в Чечне, в Грозном, я по какое-то задание поехал туда. И встречаю его там, он с чеченами приехал в Чечню, да, после взятия Гагры. И я ему говорю: ты что здесь, да надо нам на восток ехать, поехали вместе.
Хорошо мы договорились с ним ехать вместе. У нас груз был, мой груз был, загрузили вертолет, ждал вылет вертолет. И неожиданно дали нам команду, вылетать надо. А наши паспорта в гостинице «Кавказ» в Грозном были. Он говорит: слушай, а как без паспортов? Паспорта же наши там. Войну выиграем, нам паспорта не нужны будут эти с грузинскими там листочками. Мы будем абхазским паспортом пользоваться. В общем, мы оставили свои паспорта там и вот вернулись. На Восточном фронте были с ним. Группа «Ислам» называлась моя группа. Вот. А потом его племянника, он говорит: я слышал, племянника ранили, я должен выехать туда, в Гудаутскую. Вот. И он в Гудаут и полетел, потом здесь с какой-то командой сомкнулся. Естественно, он без войны не мог, война идет. И потом уже, слышу, погиб. Вот здесь похоронен. Школьники и студенты, пришедшие почтить память героев, говорят о том, насколько важно перелистывать страницы истории, помнить трагические и вместе с тем героические события тех дней. Саида Мамасова родилась уже после войны, но она коснулась ее. В мартовском наступлении погиб единственный брат моей матери, то есть ему было 22 года. Он был единственный сын. Его звали Сыкверя Ираклий Кирмитович. Март 93-го навсегда остался в истории абхазского народа черной датой. Но наши герои живы, пока мы помним о них и чтим то, за что они отдали свои жизни. Гугуца Вардания, Тимур Гогохи, Алексей Агухава. Абхазское телевидение.